ما ماش دويل بيحت ما بلش سويست خلي شيء عسرش جمنا حقول بالله شوف ديلي وماشو الخيل شوف ما بيتر صار شو ديلي وماشو غير على خزز نيت صحوا ديك دو لدو شلون تو بكا ديست خوش Harmati ljudi baš. تيك توك شاي Rosov kanālā YouTube čājūdzin translējot tieši formāts tā Abdullah Elcan budu akcīni. المواد عربو كنت أزيات ما هو Erbo asāca būr budulāk vūrus. Abdullah Cējur. بريستون تعوالو مشواس إموات أبا على غوش كنت كربي دروتشوكش Mekš varizam nebizribi rakaribu štandu. عمو что боя запрет поставлен молодежь молодежь что голдова душу больше Не, он около полчаса болта день еще доказать могда. Yok тем менять, да, это так, но таким действовали. Сахарствуешь, сахта, эфире. Болтал, и ждаться бог. Когда ему Меркель, дамать его, дегимды, Арвел, когда уже начал. Jovar işmayatın, parmatın, vasvaşı yaşutak, jovar işyatın. Tēm, ka iznā hukdinā gavarvāru yaşutak yine. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يضيف. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد يا أجمعين ما صدوا ما يسنا فيه стоял Титус в конце да Инна тоже Инна его сейчас. Батл сейчас не было, чего. села ватер батл шишань باتل شيشاني باحي على باتل Да, Тесла, машу. Короче, батл сейчас не был, оказывается, Онов ночи был, лоб арбама там, серьезно? и дочь пилотер арбоши كلهم مدام ده البطل وفاميلي مش رياضة ايش بطل عايز مش رياضة ايش Кирским дождь царает, батыр был, батыр. Может, тюркш санги яцхла меги, не факт. Дальше тюркши, например, дождь дается, кали замок воздуха. Из-за тюркш у греков яцлу. Так что не все турецкое, что блестит. То есть маршуала. Değerli marşal masagi salam marşardu. Salam sana в автоматом тихит ладно. So minut через 10 где-то я хочу волшон если. Не говори? Да, проблем нет. Take your time. Thank you, dude. I appreciate it. You're welcome.
Tesla tēma efīra. Сейчас Дим Собр, давай, может. О, Корбан Даллас, Яну, Машуала, Корбан. Давненько я твой голос не слышал. Маршал Душук, Масерга. Какой гость у нас. Делил маршал. Маршал. Куда сега, Корбан? Келума дуйте. Так я ума, да, бездельничаю. Могу Олимпиаду по безделью выиграть. Далеко опередив соперников. Даже фору им могу дать. Не, надо, что с возрастом все же мозговой потенциал понижается. Поэтому окно объем дать, что-то создать, вот у нас, кем-то стать, и окно, вот я хочу уже тяжело. Ну, вообще, надо всю жизнь учиться до дес, то есть чему-то учиться всю жизнь, какое-то ремесло осваивать или, не знаю, мозги-то, процессинг, язык, болох буй, и собой-то, он если деградирует. То есть мы обязаны, Заза и Анвайк, Заза микрофон, Маршал, Маршал, Душук, что? Да, что Маршал, буду сега за океаном. Припозднилась надолго, только увидела. Не, они тебе Юлия Ряц, ты ничего не потеряла. Абсолютно, 10 минут только. Я вся в что пока. внимании, слушаю вас, впитываю, питаюсь светом ваших знаний. Светом вашей мудрости. Величайший. Tesla, Ты хочешь меня, я упал куда-то. Старости лет и Маршал мозговая Дуэль-Бурак. активность. Маршал Дуэль-Гизас, маршал. К старости лет и мозговая активность понижается, чтобы к старости не быть тупым, а мышечную память отработать и есть волю. Ну, а мелочь отработать, ты будешь чаще забывать будешь. Тут просто такие физиологии мои будешь, да. В основном, и, например, ученые швыца всякие, особо, тривак пришел. У них бывает период где-то там, я не знаю, с 30 до 50, там, до 60, вот в этом окне они, там, не знаю, изобретение ищешь, открытие ищешь, а дальше уже он Байден цагир, короче. То есть, конечно, ясность ума сохранять все еще к старости, но это потому, что они, может, они, там, не знаю, это может с генетикой связано, может еще и что они чем-то занимались до конца своей жизни, и мозг находит там возможность новые связи строить. Кинешь еще, и когда ты смотришь из интернета информацию, из разниц мои, X поколению самый пик когнитивных способностей, и все дальнейшие поколения будут как бы тупее предыдущих. Сухайшвац. Хорошо, ага. Тесла, вот это вот... Тесла, вот эта тема меня очень интересует. Я вот всегда об этом думаю. Вот насчет то, что Аль-Бурак у тебя спросил, и насчет способностей умственных, вот эти старческие, они могут быть даже и в 50 лет у людей. И я слышала, что мозг надо тренировать. Ну вот кто любит читать книги, он автоматически тренирует. Это как правильное питание, да? А вот для тех, кто вот хочет его сохранить, это правда, что нужно вот как вот мы раньше делали вот в наших школах коммунистических, когда ты конспекты делаешь, вот именно записывать все надо, вот как мы выписывали, подчеркивали, там читаешь определенную книгу, у тебя обязательно есть тетрадка, куда ты выписываешь нужные цитаты или отмечаешь их такими скобочками. Вот вся книга бывала отмечена.
И вот я слышала много раз от вот этих профессоров всяких, изучающих мозг, что они говорят, что его нужно тренировать не только тем, что ты читаешь книги, а именно вот этот анализ. Помнишь, мы делали конспекты вот так кратко на 2 страницах изложить, что написано в двухтомнике там какой-то книги. Холи вот эта вот тренировка мозга, анализ сохраняет, вот даже есть старики 90-95 лет, настолько шарп, вот прям все он понимает, анализирует, помнит все даты. А есть те, которые даже в 50 уже скукоживаются и не помнят, что ели вчера на завтрак. Вот как-то это вот дай нам определение, где есть вот этот рецепт сохранения вот мухи там Тесла. Не, медицинский вопрос, той, которым, наверное, ну, ученый был заниматься, здесь и Альцгеймер, он еще. Там причин очень много, короче, там, определить за этим делом, что исследовательский шум штук. Например, и вирус герпеса яц из виноватых вид, и за аутизм, и за и потерю этих когнитивных способностей к старости. Это тоже и вирус герпеса, чего тухуман. И буах не шбуцун, короче, и на него, короче, кивать, кстати, и после того, как вот этот бросил. Ну, бьютик дуинс, и что как раз идея, что кинешки еще, мозгу процесс ее. То есть, потому что это медленно происходит. И у твоего мозга есть возможность переваривать, там, воображаемо, моделировать всю эту ситуацию или какие-то, знаешь, что-то. И хаю. А когда ты воспринимаешь информацию от Ютуба, там, визуальные картинки, а мозги хаят, особенно и ТикТок, Щи, и Шорт, Щи, это быстро какая-то информация, ты переключаешься на следующую информацию, ты пролистал на третью информацию, все. Здесь процесса усваивания, обработки информации нету. Это просто жевательный резинка сеннаха, желудок умающий, но жевать, отвлекать, короче. И санхум дуй. Именно поэтому люди, которые читали книги, они создали и интернет, и это, а вот люди, которые смотрели интернет, они не факт, что они что-то создадут такого же масштаба, то есть деградации по-любому внизу чего. Яцер бумершбар, бэби бумершбар, X это вершина якобы, потом миллениум, потом Z поколение, альфа поколение, Мецон. Пока темы не отошли, Тесла, вот ты я сейчас... как раз про это хотел сказать. И конспектировать богизм, это все же это экзамен готовить, а кинешки юэшен, и картин воображать, что там написано, автоматически, а мозгу еще и моделирование. Например, и моделирование аминдол мозг, он более предсказывающий возможности щук, например, Салул Хобар, у которых этот Бейрдац из окна упал. Кура чуть дождельно, да, гештурца. А когда я у них бывал постоянно, и у меня в голове вот картина такая возникала, что случайно и Бейр сюда, да, от чудужер, мадушу бош. И они не реагировали на это. Почему они не реагируют? Потому что и картин дует дагах, короче, как и Бейр сюда, и моделировать дештацевца, а сам масит кинишки я штел, у меня в голове сразу, как он на стол залезет, а потом оттуда на подоконник и упадет, короче. И я их масит предупреждал. Да, сами кто бошься. То есть вы и поскольку они люди, которые не читали, у них этого нету. Моделирование, представить, сейчас едет живое воображение. То есть и то же самое с изобретениями это связано, то же самое связано, это когда твой мозг совершает какой-то процесс, и вот и у тебя воображение начинает короче, из разных связано, это все вот это пространственное мышление, оно связано, как мы натренировали наш мозг воспринимать информацию, обрабатывать его и уже на этой базе как бы генерировать самим
о приемниках, генераторах, уже ты не просто пассивно принимаешь информацию, но обработать, и уже сам начинаешь генерировать полезную информацию для другого. Связано это Действительно, Тесла, точно с этим. Тесла, вот когда вот, ты помнишь, когда мы читали эти книги, да, и представляли, воображение все-таки развивается, да, вот ты представляешь, я помню, вот коротаешь время в этой школе, чтобы добежать до дома и дочитать, на чем я остановилась, вот что там дальше будет, Оля. Ты начинаешь представлять каждого персонажа, и когда через несколько лет после прочтения определенного какого-то исторического там романа, книги, ты выпускают фильм, ты его смотришь, а эти герои, они не совпадают с тем, что ты нарисовал в своем воображении, и фильм не бывало интересно смотреть, потому что я, например, начинала критиковать эту актрису, что она не такая, а вот такая, или там актера какого-то, которого подобрали именно вот под вот этого персонажа. Вот все-таки и Харьон ключ, да, вот это развивать воображение, а когда у человека богатое воображение за счет прочтения книг, этот человек как-то может, да, вот сохранить мозг. Вот так это. Ну, это не факт, И еще это один не факт, вопрос. что тебе это поможет. Короче, и новые связи еще, а до старости учиться дешево. Ну, а статистика, есть, надо посмотреть. Вот люди, которые до конца жизни учились, сохранили ясный ум, там, музыканты, писатели, там, режиссеры, кто это. И люди, которые не, скажем так, короче, проявили еще цель. Но если посмотреть, возьми этого Шварценеггера, например. Ясный ум Дуксон, хоть он не такой законно ясный ум Дуксон, но я бы не сказал, что он такой читатель и книжки штат. Я говорил, что короче, он и бодибилдер мой, но я думаю, что он и информацию тоже обрабатывает, читает, Наоборот, Тесла, он актер. Наоборот, он актер, он всегда читает. Да, он, кстати, запоминает роли. тексты, да. Да, тексты запоминает. Не слюха, да, согласен с ним, короче. И Вацер, кажется, смешной, он говорит, да, разбить. Сталлоне Вац, Ивар Дьючиков, тоже вели уже там старикан, и у Дьюича, как он подбирал роли в этом фильме Роб Керри, фильм, где боксер был, что знаменитый кино, который его самым знаменитым делал. И он говорит, Хавиас, и, короче, на роль забирает. Потом и Вацер, Дольф Лундгрен, Вац, и Веба. Да, блондин такой, двухметровый. Блондин. Сунтихаш, короче, и мне, говорит, так стало, говорит, завидно, этот человек на 1000 лет опередил меня эволюции, короче. У него 2 метра. Да, 2 метра рост, блондин, ну и голубой, барыш, буцун, короче, и еще плюс тому он еще гений, физики, или, оказывается, доктор там, физики или химии, чего-то, короче. Представь, еще человек, который полностью как бы идеализирован, греческих хилат, и даже понятие хилат, коллагатиол, что есть вот эти философы, Аристотель, Сократ, там, они все были спортсмены еще. Там кто-то из них там какой-то олимпиаде участвует, то есть они себя считали, что хайкал развивается здесь, и деран цан одновременно хайкал развивается здесь, чтобы быть совершенным гармоничным человеком. Вот этот Дольф Лундгрен, он как бы и это, и еще. А как это так, Бош? Вот на 1000 лет меня опередил эволюции. Аполлон Бельведерский с дипломом Оксфорда, бога? Да, Митчерсон, просто... Дольф Ругер, да, магистр химического машиностроения, университет закончил. Он еще какое-то отделение возглавлял, там, судьянч, может, короче, вот законно и умный, короче, он еще и ученый, еще чемпион по кикбоксингу, там, 2 метра, там, идеальный диадош, качок, и был еще блондин с голубыми глазами. Представляете, вот Тунтихаще просто велх да герщин.
Это чего я на 1000 лет опередил эволюцию. Тесла, Сталлоне же страдал каким-то перекошенный нерв у него на лице, и он операция шьешь, и нерв. Горчица. Да, и вот эта его искренность, я помню это интервью, я столько смеялась, и он только вырос во всех глазах слушателей, вот Да, как есть честный, очень. как бы, Да, ага. честность всех Tesla этот, سؤال этот, شوية тянет. Исто ويسأل Исто. سؤال شوي إنسان пока варианты улучшения например, профессии, мастерство отработать и что свой личный свидетель усовывать, бегать, уже локоиз, Паркинсон, Ньютон, но что всю жизнь делину инструментات إكرهما يعتني ديجوا что كيك شو ما ده بول بعصتيش يكيد عبوا بطوي instrument وعمايل نيو كيش ديجواش и Паркинсон метхиолсен. То есть всю жизнь чей мышечная память отработать и нацует с Паркинсоном новолуциоцен именно чей профиль по профессии был объяшальч. Я чувствую. Да, наверное, у него какой-то участок мозга подключается всю жизнь. Вот, и он за это отвечает еще. Или он, наверное, еще и локшен, как бы в динамике, уи. То есть, Мышечный у меня даже... отработать Ньютон именно по этому пути цундерища Ну, инструменту макарма. Я просто немного пошутить хотел, и анекдот. У меня руки дрожат, Болх отлынивать. Будешь просеивать песок, короче. То есть, руки ж дрожат. И сонно может... Тесла профессии, мою чё внимательно хальвешуиз, почти хирургический соул. Если цуни кюш дего швацунг еще по профессии, было швацы инструмент карьер члена. Кстати, одно средство против Альцгеймера, в котором я уверен, это мелкий моторик. Там хирург шбац, там они долго живут, кстати, еще. Хирург шбы, там Альцгеймер и долго. Значит, и мелкий болх бывает, файн механик олов, короче, вот и кто с этим борется, по-видимому, это тоже создает новые связи, укрепляет и так далее. А сок корня лопуха принимать и что? Не знаю. Вообще это всякие химические, медикаментозные гумш, принимать. Это дело, я не думаю, что там можно затормозить. Документальный фильм был уже, показывали. Там медики испытания проводили на них. Медицинская конопля. Курить Нет, это курить, да, это все бог, да, это есть, да, там, а просто корень лопуха, японцы, бац, они его в промышленных масштабах выращивают, средняя продолжительность жизни у них там очень большая, 8 чем-то лет там получается, 85, да, 84. И корень лопуха, они там принимают его, остров Латадация, но в промышленных масштабах выращивать, я швейцарец. Мне кажется, он помог. Нет, там факт, и долгожительство японцев, кстати, жизни нахамабатига. То есть там практически, если сравнивать с другими странами, там все нежирные. То есть очень мало жирных людей, толстых людей. Они все пешком ходят. То есть машиночки, люди предпочитают ходить пешком. Ездить на машинах там небольшое количество. Так уже еще фактор, что у людей много ходят, много работают, и добавь еще фактор другой, короче. Они на островах живут и все время морской едой питаются. Морская еда это питательная и усваиваемая нежирная вещь. Морская еда не делает тебя жирным, короче. Особенно массар бьюч, короче, который, как это называется, забыл я. Который, нет, не макрель, а
как эти телоксон, короче. Скумбрия, да? Скумбрия. Не-не-не, скумбрия, макрель. Омега-3. Не-не-не, может быть, который этот, вот второй такой распространенный, с ним он соревнуется. Вот эти, рыба, она отличие от этого мяса, там, рыбного, там, свинины и так далее, она, вот, морскую продукцию, там, всякие кальмары, это вообще, это еда абсолютно полезная, не вызывающая ни грамма, ни ожирения, ни ничего, короче. Это абсолютно супер еда. Вот ищут постоянно и уж больше. Далее они едят рис. Добавим к этому еще и рис, короче. Рис, оказывается, и сразу да, мечтается, оказывается, охладится дойчем, как он трансформируется в это инсулин, да, и гасит тебе, что сахар понижает тебе, шум кулякцунах. Если ты дашь ему остыть, потом уже можешь нагреть и кушать сколько хочешь, короче. Он полезен для этого. Рис дуца, то есть бепик чухлёк или мучной гумш чухлёк, который у нас кишечник глютеном гасит по полной программе. Молодой уж, ты не замечаешь, а с возрастом он тебя вот и кишечник чур, и холод, короче. Еда всасывается, еще и щец, отросток щец, будешь гасить мышцу по полной программе, любой мучной гомоглютену. Они глютеном не питаются, а считай рис. Плюс еще, рис чашки чудо, маленькие порции шьются, и еще палочками. Пока ты палочками этот рис даешь, у нас к старости или после 30 очень сильно замедляется реакция на это, на сахар крови. То есть молодой уже, раз бепик, да, кайлен, сахар, твой мозг раз или заметит, да, ощущение сытости посылает. Он сигнал, и ты прекращаешь есть полюзно. С возрастом этот сигнал запаздывает. То есть ты кушаешь, и там ладью тягах, короче. Мозгу, мозг уже, не знаю, на 10 минут позже отреагирует. И ты 10 минут кушал ненужную тебе еду, которая потом в жир превратится, там тебе множество проблем устроит здоровье. А палочками швалча, рис палочками, он еще и полезный, и плюс еще пока ты его доешь, этот сигнал успеет тебе даже с возрастом послать. И Юра еще добавим к этому фактор этому. Добавим еще фактор, что они живут там, морской воздух дольше, мягкий аж выше, продуваемый всеми этими, то есть экология дикютига, вот в этом смысле. Вот и фактор штиц, он теперь, почему они... дукка из-за юцар. Овощи, щи, всякие овощи, гуша, юцар. То есть они никогда не кушают еду без этих вещей. И какие-то, я не знаю, лопухи какие-то, что-то там у них, короче, редиску японскую, царек редиску, дайкона уж. То есть у них балансированная еда еще. В первую очередь, культура, питание, обычная диета тоже не помогает. Там, специально еще и еще всегда двигаться. Войнохче и культура, и он дац. Хилас, масл да. Тойзан, Машвогл. Деле масл. Тойзан, Тесла, а как вы думаете, вот я всегда слышала, что в скандинавских странах они все такие крупные, массо блондинш, и все это из-за того, что они питаются именно морепродуктами. А вот сейчас, когда Тесла начал говорить про Японию, действительно, царь, морепродукты, ждук мою, а почему они такие карапеты, кривоногие, черненькие, узкоглазые, Сега, нет, там не только морепродукты. Возьмем Голландию, Нидерланды. Вот сегодня считается национальность Нидерландов самой высокой. Там самый средний рост 72, да, считался. Сегодня средний рост здесь 78, 80 метров, средний рост считается. И при этом эта страна всегда рядом с океаном живет, то есть морепродуктов тут всегда во все времена у них было. То есть это не от морепродуктов, это сама качество жизни повысилось.
Вот и все. За японч ирча бу лоха бу, потому что они живут на острове. То есть они изолированы, мабуешь. Он тут беш каздешкез бду практически, считай, нету, потому что на европейский як равнинша, аж они могут там смешиваться, приводить женщин из другого места, так как вы, а тут ты живешь на острове, короче, и пользуешься ситуацией, которая только есть, короче. Поэтому уж как бы их такой генетический тип сохранился. А то, что они низкие, это из-за еды, короче. То есть и на рисе, чтобы выжить, там, док щенетер дердош, он на рисе, короче, он ел мадьес. Ах ты, вот, Да, если ты живешь на рисе, да. как и с китайцами, то выживать будут и только те, кто приспособлен больше всего, а не те, кто сильнее. Сегодня Знаю, я просто совершила ошибку, прежде чем задать этот вопрос, я не озвучила то, что есть такая версия, что народ формируется, вот генетический код по тому, чем он питается, вот там вот, например, пустынные люди, они такие сухие, вот такие серого цвета, песочные, те, кто на лугах кто мясом питался, они такие, этот генетический код как бы закладывается не по тому, что ты ешь и где ты обитаешь. ну, там много факторов задано. Это надо все учитывать. То есть там просто ты питаешься этими морепродуктами, это совсем ума дать, это ни о чем не говорит. Тут нужно еще другие связки связать. И вот нынешнее современное время каждое новое поколение, оно выше своих отцов и матерей. И это факт. Таня, Япония и Китай, Халатсан, там сегодняшнее новое поколение, они уже выше становятся. Предел, то есть даже качество жизни, доступность питания хорошая, доступность, да, различных продуктов. Опять же, Нидерланды, Халячи всегда жила с океаном, морепродуктов. Основное питание – это морепродукты, это молочные изделия, сыр, там, не знаю, бутерброд. Ну, любой статистический Нидерланды, Халячи с понедельника до пятницы он питается только углеродами. Только в субботу вечером или в пятницу вечером эти люди себе позволяют там потат съесть, там жареную курицу, как традиционный праздник по вечерам. И что это уже в культуру вошло? Предел. Рост едишь он. Рост едишь он. Рост? Я просто заметил одно, но помните, в 90-х годах и ножки Буша, чуть я черкнус, по всей там начали Советского Союза, потом России, там это Дукеркуш. Вот в 90-х годах, кто родился в этот период, там, и рожденный сега, кто взрослел, я заметил, рост у них выше, чем у остальных. И еще там рост шайнез, мельшанеза. Надо морковкой где-то с 12 лет, 10, но с 11 морковка, если вы будете нормальная морковка, на зиму надо дать. Такой будете. И баба, морковь тоннами. Не, там тоже надо вот на осень, дать и морковь. Не первые там вот эти морковки. Где-то заметила тоже там ростят, Лёха, маршал Дарек, а еще лучше баскетбол, волейбол. Вот сколько вот я видела. Ну, это вытягивает его там, да, вытягивает. По виду спорта, которым занимается мальчик Плавание, не забывайте, или девочка, плавание, спорт, плавание, фигура, фигура там формируется. все мышцы работают в плавании. Да. Там добавить, мне кажется, нужно. Jim Halvo исследование, я еще раз цыгах исследования насчет роста и Северной Кореи, Южной Кореи, в среднем, а у южнокорейцев рост был выше, чем у севернокорейцев. И было это из-за питания, нехватки питания. Северные корейцы были чуть ниже в среднем, чем южные корейцы, на несколько сантиметров.
Yellow shorts, variations. Да, я тоже Альбурак, слышал. Да. Альбурак, южные корейцы тоже маленькие. Я не знаю, если меньше южных корейцев они, то они вообще не видны. У них вот такой вот тип. Просто вот разница между всеми азиатами, как я отличаю корейцев от китайцев, от японцев, у них просто как будто с одного конвейера вышли зудбейршды, у них точенные ножки. А вот у китайцев они какие-то корявые, у японцев-то вообще это вот прям, если ты не кривоногий, то ты не японец. Бог корта обучиваться. Знаете, не Заз, японцы себе. хрещат. Но говоришь, опять же, среда обитания, среда обитания тоже влияет на все эти процессы. Называется амуду, а сейчас заметьте, динхерду, из-за махил. Называется среда обитания, природа, это в основном питание, среда, это на мясном, то есть чисто белок. Плюс тут у нас кислород, содержание углекислого газа, оно выше, и этот, опять же, такой углекислый газ содействует быстрому метаболизму. Видите, что? Вот тут, опять же, мышечный покров у тебя будет больше, чем у этих азиатов. И среда обитания очень хорошая, ну, как бы основную роль тоже играет в этом. Ну, в общем-то, если суммировать это, всегда съешь вату, ты просто под среду Да, приспосабливаться. да, Выживает тот, кто приспособленный просто. Да, мутируешь, если мутации полезные, ты получаешь преимущество и передаешь гены потомству. Если мутация была не полезной, ты проигрываешь эту гонку и уходишь в небытие. И сам Сундер, вай питание, о, подтянуть еще и культура питания, чего запущена, евай. Сундер у ужасно. нас уже 40 плюс, да, 40 плюс уже сердечные заболевания, бег бестон, животы появляются. Это опять же от твоего питания, диеты, дачи. От образа жизни, да. От образа жизни, Плюс питания, образ всего. жизни, депрессия, да и стресс, тут все в одну кучу. Двигаться надо. Не мощанчук, не постоянно мощанчу ездить, мучной. Мучного мы много едим, Тесла. В национальной кухне. Хингалш, чейпалш, галныш. Меллилгум мучное мое. Эти торты. Чай, просто чай мы не пьем. Обязательно к чаю пирожное. Там пирожные яйца, варенье. Ща, чай цамолкой. Это какая-то культура. Цундерюк. Мичхена, галныш. Кухня что, жирная. Но тут надо тогда большие паузы делать, интервал фастинга есть. Хотя бы фастинг, хотя бы субботу, воскресенье сделайте же праздник живота. Остальные дни недели-то можно в этой диете быть. И диета, это с халума даст. Вот твой организм привыкает к той питанию, которое ты его вот как бы учишь. Наксана постоянный мучной чаешь, у тебя уже появляется как бы рефлекс. Без этого мучного уже организм не чувствует себя сытым. И в принципе, он ищет столько калорий. Просто привык организм получать количество еды. Дачу. Отвыкнуть, да, диска, как наркоман. С хлебом. Меллилгум бейпик цьёхва, Чем дуа бейпикцу. Чей бейпик, да. Без этого хлеба никак. Да. Макароны с хлебом. И с хлебом. Ты да, сбала, инсобала, обедницу. Я смотрю на застой, хуйна из наших. Вот молодой, банан, апельсин, киви, йогурт. Жми воху. А приходит иммигрант, скажет, у него обычно мясо, колбаса, что-то такое. Да, заметьте, Динас. Что балха у где-то часов 10 перерывы, я встречай, пластиковый яц, стыкнешь, да? И что пластиковый, чувак, короче, там, один, ажи кусок,
بنان كسوك يو كيك أحمى بار إيش صار إذا إن شيء صار في مل إيش يات هم تصير ضبطش سو هول صار جاري إن قوة تمس هم شو يقصدوا في مية سرازو صون يعني могу работать уже Да, вот. они понимают что нельзя ساخر حلقة يحكون عبيدو لوي والبلتي بالخبر بس يحكي خليس خاك سم يخشي سما بخني قول لقصاد يوم Кстати, испанцы, бой Тесла, они тоже очень много едят. Бокадия бошь, у них вот такие большие, пол батона. Это батон, там вот всего поналожат и едят. И такой батон такой хрустящий, чаял, небо в Бахраме бывало после этого батона. Когда его ешь, он настолько острый, сухой, хрустящий, вот так вот небо изрезать, да, и Бахрама, кош, как ковбой ходила там. Но несмотря на это, они с тонкими талиями, жирные. Может, они Ну, работают до много, времени, или тренируют. Но это опять же организм, я считаю, молодой организм, он, конечно, с этим борется. И далее у тебя будет оставаться. Но в какой-то момент ты что-то переходишь в возрастную категорию, да, этап, все, у тебя почти в один год у тебя все это появится. Организм датит, оно потом у тебя зараза появляется на теле, как, не знаю, как шишки. Иду изюат, поэтому надо с молоду беречь здоровый бог и шла олшмадати. Чем больше ты в молодости нагружаешь свой организм ненужной вот этой пищевой деятельностью, тем больше ты ресурс организма у тебя стирается. Он Вот меньше еще, служит. знаешь, Тесла, это Тойзен, американш, массолек бок 2 метра, по 2 метра, да? И даже вот дети иммигрантов, которые здесь вот родились, дети, вот даже у китайцев они бывают высокие. Это, наверное, от их химической еды или как вы это? Мухи, лёхок, мухи. Любом, да, Ножки буша, изобилие, да. Изобилие и связано. Китайцы, японцы, они все растут, потому что наш рост ограничивался этим. Всегда все время всегда не хватало еды. Всем все время не хватало. Сейчас мы живем в эпоху изобилия. 40-50% еды да куш. Я имею в виду, конечно, не третьи страны, там, страны третьего мира, а вот это развитые страны. Еды слишком много. Так, естественно, гипофиз, массу, энзим, массом, рост четух, короче. Это связано именно с этим. Слабый рост был от недоедания, и поэтому с этого пошло это все. Ну, в 90-х годах, в питании я почему напомнил ножки Буша, сега и Хайоч, грудинка, кейк моя, только ножки Буша присылали сюда. Я заметил питание, питание я там, и бежишь, да, по сравнению с другими, в 90-х годах они рост набирали, девушки там, ноги от ушей, сандат, там, высокий рост, в этих ногах остается и выращивать я шел, и холод, бройлер, вся химия, которая дает рост, у них остается в ногах. Поэтому, да. Оттуда они вот ножки Буша, я умяцер, там ножки Буша кушали, и они все эти дети, рост большой у них, по сравнению с другими там годами, да, до этого Хиллерштадт, в эти года они вот рост большой у них был. Сайгинок босс, да. Да, вполне может быть такое, да. Я не знаю. Почему бы. Надо японцев кормить ножками Буши тогда, чтобы они были высокие, и корейцев. Так, Вообще политические... за последний век японская нация выросла в среднем на 12 сантиметров. Так что нормально у них все. Да, изобилие все к этому видят. Все правильно. Изобилие видят к этому.
Самогатеш, бая, вырастут они. Рано или поздно. Да, мы вырастем Единственное, и бессмертными станем, если единственная и их в проблема, это дистопическом мире будем жить. у них, Того оказывается, считается, Тесла. если... Да, говорите. Тойзен, Говори, говори. Не, я Говори. хочу подвести итог. Итого, главное иметь культуру. Вот у японцев даже не видно их вот эти внешние данные. Вот из-за этой сдержанности, культур мою теперь на высшем уровне, они такие доброжелательные, цобур, дуцер. Это цобуру, поднимать ёктер облик, даже не видишь их внешнее. Вот культура формирует человека. Главное не рост, Чебуря. а содержание головы. Супер вежливый будешь, да, и в культуре. Ашмаба, дидиш батуниш. Самые большие националисты это азиаты. Чуть ли не российские у них такие мировоззрения у них там. Скузах или тидам бинас. Среди европейских хирвушон, среди компаний там идут по улице, я не знаю, всегда будет 1, 2, 3 азиата. Но никогда, когда группа азиатов идет, рядом с ним не будет никогда ни одного европейца. Или поработать, сталкиваться один раз, я был у них в домах. Отношения, как мы вот нам кажется, пушистенькие, беленькие, бачуниш, очень закрытое общество, кстати. К ним Я нужно- думаю, вообще отмашь мацарет, на самом деле. Не, к ним просто нужно не просто стучаться в дверь, а просто в наглую зайти, вот тогда они тебя могут принять. А так, да, бюлиш, да, у них там это, поклоны, все отлично. Но то есть не так все. Холодный расчет, Тойзен. Они холодные, добрые, пока ты не лезешь к ним в дом. Надо. Ну, мой опыт был таким, не все, наверное, такие, опять же. Древний культ. Но азиаты очень разные. Это все равно, что судить, не знаю, ногти по русским, а русских по, не знаю, по литовцам. То есть разные могут. Все Вообще, равно у них китайцы, фундамент один. Китайцы, вообще отмашь садит, ты наш брат. Вообще отмашь садит. Он бюлер, он Сахет. шарик, а вообще за человека, это неандертальцы, что воспринимает. Причем мы По для них сути, все неандертальцы, да, одинаковые. молодой. Как для них, Не, мы как по для сути нас. неандертальцы, Да, европейцы. 2% Больше- сега, 2% Ну, у азиатов совсем нету этого. У азиатов этого совсем нет. Üç Денисов, üç. Не родственники неандертальцев. То есть африканцы шел Денисов, ближе. батюш, Денисов, наоборот. Бубу Денисов. на евре- Денис, да, Бубу, азиаты, да, азиаты им. Ну, погоди, Короче, их это нашли два- на европейской части. Погоди, как они Денисов, когда их нашли в европейской Нет, их где-то в Алтае нашли денисовского человека. А это все-таки ближе к Китаю. да, Мы как бы родственники с Денисовым. Неандертальцы и денисовцы, они родственники. Два брата, скажем так. Азиаты цара хабойля, неандертальцы хабойля. Дальше вот эти смешались, вот эти кроманьонцы пришли и смешались, и у нас там 3-4% этого неандертальских ген. Я думаю, это связано с этим. То есть мечаду и 4 с ногами, это связано с сердцем, с чем это связано. То есть, в чем это има дуйте важный? Рожа, что? Не, сонканак причина, вот знак даю какой-то. Соца, наушник дует сарашина, просто, слышь, как бы все говорят, волосуной покрой, если на теле очень много волос, то считай, что у тебя большое количество неандертальского гена присутствует. Они еще были блондины, и голубые глаза у них были. То есть... Дольф Лунгрен Шамзалович. Да, кстати, неандертальцы, оскорбление, тупое, что он хули, а на самом деле у них на 300 грамм, что ли, 400 грамм больше мозга.
То есть они были умнее, чем кроманьонцы. Не-не-не-не-не-не-не. В общем лучше, смотри тебя. В общем лучше, IQ, я тупой будешь. Бац, они, это старая идея, что из тупой ходили. Ну, инструментчик, один массу уже там полностью перевернут. Сахарили из тупой. Просто они Инструмент социально не жили. Истагилацер, рисовать ши культура. Инструмент, естественно, холодец, северяция, выживет, да делать, да, это. Первый то, вообще одежду придумать, и знаешь, уж по факту, да, она уже тупой будешь, а уж инициативно тобой лишь. Да, потому что жили в природных условиях, когда вот не было рядом других племен, конечно, они с тобой будут. Кроманьоч, тебя читателяться царь. Кроманьоч, даже тебя читателяться царь. Инзари, дружелюбно. Кроманьоч, ты мой царь, Африки. Он лучше бы царь Ну, все, кроманьончик. ну, все, уля, нах бас боды, волос, нах бочиш, изолирован, иде, Да, гибриды гео алба. В Европе кроманьончик, люч, хульштик. Мисса лучше, ладно? Поучиться у них надо. Кстати, все эти кочевые вот такие народы, да, и племена халитыщиц, как бы, они все оттуда приходят на европейскую часть. В Европе Ну, значит, тоже. вымрут. Ну, значит, вымрут. Окей, ты лучше пободай. Боя, если эти тоже не вымрут. Ну, окей, дешли на долгие, на столетия. План моего, решить он. Рождаемость его цикла, что она, а любой коллектив его, сейчас разные, абсолютно разные национальности, разные рожности, ты думаешь, эти люди тупые, что ли? Окей, специально дешь в душе, между неандерталь, сандаться богу. Рождаемость 5 суды тут. Не заберешь, до этого. Даматься до одного, не заберешь. Я не думаю, что на тысячелетие план потенциалил, что они бы волцуна. Это связано, и рождаемость падает до, когда человек попадает в такие тепличные понятно, условия. А потом уже идет, обратный процесс. И обратный процесс Не, да, пенсионная система отсоюзит лüч вышеш волш лüцар, я понимаю это, но кесте робоч волш бешен, он вообще вышервет, во-первых. Во-вторых, и хабяхкен волш, да, теперь беш, они автоматически становятся такими же, то есть они тоже не размножаются, и тоже, и проблема, постоянно завозом гасить езерек, Да, в итоге, да, неандерталь, да, волк, да. Ну, я не знаю. Ну, может, мы скоро, скажем так, до конца этого столетия бессмертие гарантировано. А бессмертие, это проблемы завоза, не завоза, она не нужна никому. Я же обслуживающий персонал СГО, как бы среди коренных населения персонал не обслуживающий, не работает. То для этого тоже не нужно здесь. И белые не размножаются больше, и претензии не советцу, и надобность со временный перерыв, например, после войны. Надобность, ты мою дом, через 40 лет пенсионный фонд шефа, ханте макачня уже пенсии дал сектор вас, бабу сектор молодцы, надобность, ты мою. Почал, на столетие вперед, я ж мою, А триггер был размножаться, война, там, эпидемия, чума, там, триггеры сработали, что повышается до этого рождаемости. Бесконечно размножаться до шляга. Уорда Хайон уже в наше время, что если бы размножались бесконечно, могло. Китай идет просто. Да, сейчас европейский Китай идет. Природа заложена, триггер шиется мой. Тут уже сама система социально тоже содействует этому. У меня сказал, он учится вплоть до 30 лет, уж потом начинает думать, а потом уже карьера. Видишь, то есть вот сама система тоже к такому содействует, что они поздно женятся и поздно заводят детей. А приезжает иммигрант, ему что нужно?
покушать сытно, поспать сытно, и других проблем нету, у него нету карьерных амбиций, нету этого. Вот он и плодится в свободное время. А свободное время уйма. И то есть сейчас система извне нарушить и мигрантшиш завозить пеш. Уж завозить пеш целовчи европейч, как жили, если бы так жили, еще царь исчезла фирма, да, цари, как и природа заложена, что стригер сработает. İşte razvit sadida, сэр, вашата. İşte razvit sadida, сэр. Массово размножаться да, триггер, например, как после Второй мировой войны, там, после чумы, потом, если когда все успокаивается, нормализоваться, и да, еще опять какой триггер сработает, и они размножаются, как часовой механизм Бог говорил, потом решили завозить этих мигрантов, и этот механизм нарушили. Да, после Второй мировой войны, там же опять же причина была завоза мигрантов, именно особенно Германия из Турции, турков завозила. И сюда их завозили, они эту Европу в основном строили. И молодое поколение, дискуссии, Меркель тоже. Так говорю, мы эту Европу, наши отцы эту Европу построили, особенно турки тебе это упрекают в этом. А в принципе, да, модели, они в то время в больших количествах да, и завезли. И с этого уже началась вот эта миграция Европы в основном. На шахты завозили их там. Британский регион, Пакистан, Индошиш, Акуш. Да, и вот этот маховик они запустили, потом с ними другие подтянулись, другие, что к 21 веку мы подошли. Пошло-поехало, да, что надо. Оқаца оқта гөзе санхена везне турок вари оқута гуйцен за савен дукан ячи хажим хабар дүйч сош нага дүйч атрыгиш ша хавен чина иш датен чохал айнатго дена бюсона егер Европ метхот шаш дом бош so оқта гуйом штүйца велха гол шиба бюца so Ладно, Илья Шамуа, царь имеет ход точно. الله دولي شوار بصراحة ну, то Одесса, что киса и сейчас, ба, это Европа после Второй мировой войны. Ну, в принципе, это понятно. Не оторвали, сильно жаловаться дешево. Выйдем. Ну, да. Ну, именно собой, за длинным рублем он приехал, да, Хасрич. Ну, Одесса, Хасрич, ну, это Одесса, да, то есть. وده شيء تصوروا إذا عبزلوا جوجا تحسن عشو. Не нельзя пешки учена. Терды, говоришь. Ну, они Цагур мават, он да, что это уже его родина здесь. Чуть берешь дальше, на Остуе уже. Тут турки не такие уже турками их не дети стали, в принципе. Да, национальный. Хум диснеца агано. Турцавал, турок, кавик, турка, оштелч. Большая разница. So, sovoća nije odjavljača. Tuk jučis kenti 30 plus ducin. In so šak turku cēlā, i turku boš, sāca turku dācera. Kerstak bogutu, busul bu elvācas, hat nītriš, din lielo šo vāča bācu, čin dānān dāc, šaš dāc. Tā so vāc lielo šā, čecvā lieri, o, как чуженцы, не мусульмане.
больше. Прикинь, вот они там чем, да, такой стереотипный, да, ногчу, все равно, то если 20, даже турок возмущается, прикиньте. Heinz, oude liet hanteren. Está bien, Если этого не надо было. Тойзан, ашу метта, если тебе не нравится, если тебе плохо, логично не будет, если ты уедешь туда, где тебе будет хорошо. Ну, логично, да, все стараются жить хорошо, но вақта гүрчвала, чун синга там хуба суму қетер, он просто считает, хави халит как бы ностальгия, что что ты что ну дагу альчи волос такват, инца цавана вақ инцун давай алхеруис, духаны хелицена вақта гуис, контакт потерял, ну при представляем возрасте Мосун датар дел дуцун он на пенсии. Чик дауан, а и чан вол шу, и китиш, но он туда не собирался. Тойзан, да, и бях бат, и метки бях мацол, и цунче бях цол, туша стада. Конечно, хавош нич мацавайни, был запрос такой рабочей силы, добровольно абяка на мабуш. Но он жаловался, походу, трудился слишком много, и трудно было. Tойzen, hoş kaz da çatı bu iş var. Eso tu ingladosa, so eres de la muhabariца, а может. Tesla очень лучше, я мулуре, я гурпич принять согласа, герганю свою добавиться иначе. Непорядок. Но уже Европа и движение даю лешану, моды, возмущение коренного населения стало. Это ролик инициация, ролик кое-что с форум. В Англии, когда прошли демонстрации. Там выступают из-за миграцию и еще критикуют сам ислам, одним словом. Уже вот такое. Не, Англия уже переборщит с миграцией. Это везде. Мукадун, хавачахи, савачадуис. Тойзан, потомки мигрантов имеют право возмущаться на понаехавших, например, в 3-м или 4-м поколении? Я считаю, имеют. Я сам возмущаюсь в первом поколении, вот я иммигрант, но сон без нах, например. Сон без не само люди, которые проблемы, это окей, но люди, которые приезжают вот такими явными с целью тут жить на иждивенстве и поэтому и при этом качать свои права, арест, то есть стараются систему самого Европы изменить, и солнце без кулачек благодетельства. Индус юат аксе, примеру, из Балха, а уже опять чему больше, они пока толерантны были, воспитаны в таком духе, часто резко возмущаться, из Балха, хил хабар тестил, возмущаться дешек, шо, санюха, дудек, приезжий, опять же. Эти сидят, качают головой или поддакивают мне, все это, честь Балха, это шумятся доллар. Что кан уверен, что почал теряться, но пока вот так будет сидеть свою толерантность играть. Вая да туала. Не, вая да, вая хундохшду, если живешь, работаешь, я не знаю. Не, общий коллапс, да, Юля чулта, уже там они не будут выбирать, ты работаешь, не работаешь, белый, ты черный, они не будут выбирать. Опять же, а что выбираться, да, тут тогда все вот такие, не знаю, не белые подпадают под этот
Ну, пускай они сами, ну, инициатор, хохли, Швеция, инициатор, приезжих ли, Швеция. Ну, я могу как-то помочь. Это шарят, хвату езбош, Швеция. Ахцан дёлавер, ичкере хвату езбах, и цахулы еще. В смысле? إنسان عربوشو يوروبا شرع تخلديز بوشول نوخشي تخلديز إشكي خلديز باحتش شيء يساتير هوليك لكي نو جيتر Холдер. It's عربوشو مخاصي يتدوي شرع تصوت إشكي رفضو يزباح That's it. Ичкерия — это светское государство. И بوشن يا ديز تديز شرع إشكي رفضو يزباح ديز تجم мозговая активность работает и рясти, а надежды уштарс, противовесуя уезд. Eu ataque гашин движение даю лечи тут под одну гребенку всех грести не будет. Я также само правительство невыгодно, не чахта она и шуши хагон дако сах там обслуживаешь персонал у них вообще уйдет, то есть киеш дакуешь кына в этом. Это во время Второй войны уже произошло. В этом сфере работает только приезжее население. Во Второй мировой наоборот чумабально царишь, как это? Не, после войны Балинчу. До войны Европе хаккан. Германия в этом году должна Мелбальца 2 миллиона сирийцев отправить домой. Ну вот начнут с категории вот таких, то есть стран и они лица Европы все равно, вот, людей, которые живут лет 20, да и уже. Я лично знаю пару семей, которые уже ни разу в своей жизни не были замечены в каких-то работах. Но я не знаю, как они с детьми будут поступать. Сейчас уже паспорт, дешардош, болбеш, полнах будет, цан удидут царевать. Опять же не могут. Не могут, потому что законодательная система им это опять же не позволит. Поэтому я думаю, что Бог, хаоса не будет здесь такого. Никто же не отменял законы. Нет, в первую очередь будут выселять тех, которые нарушают законы или были замечены в нарушении закона, да. И потом остальная категория пойдет. Денег давать, денег на дорогу, чтобы они там бизнес развивали у себя там. Подъемных полцарев. А свобода и олкуза там говорит, что хочешь, делаешь, а свободы нет. Тут такой свободы. Но все равно это свобода. Какая даже спецслужбы. Ты, если на карандаш идешь, ты уже это получаешь свое досье, за тобой наблюдают. И в какой-то момент уже им это нужно будет, возьмут тебя за горло. И видимо, создают, что нет вот этого, да, контроля. А есть контроль, еще цель. Ну, надо, опять же, справиться с этой толерантностью, мультикультуризмом, чересчур сундеровой. Не замечен нигде, у тебя криминала не было, учился, работаешь, хочешь, не вынуждены, необходимость. Америку диктовать инициально после Второй мировой войны. И Америка интернационалы, чтобы также шейхуза хелита Америки диктовки вынужденности он кайрис. Ну, по-любому, Аллахтонш, Сахасон, уди хуйда, автохтонш, арбш, баиш, ахтредация, это первое поколение. Автохтонш по регионам, автохтонш по регионам. Я к чему был? Да, интересный вопрос это. Иммигранты завозят, потому что экономические необходимости, старение нации и так далее. Или это направленная политика какой-то группы заговорщиков, которые хотят себе создать моноэтнический подчал, проблемный.
на какой-то финансовой мафии, например, управлять там проблемно. Дальше разные там не больше, они никогда больше не договорятся, и там можно рулить, короче. А когда моноэтническая какая-то, то внимание обратиться и на себя и опасно, да, они сразу могут, короче, что закон ввести, я не А знаю. как насчет Америки, Тесла? Да, и бас, вот кто как думает, что это вот возьмем это Сон Фореса, вот это все движение либеральное, права Мишиса, это все как бы связано именно и специально заводят, чтобы Европа не могла встать на ноги, типа, короче, Гитлер, второй Гитлер, конкурентах или как бы заговор, теории Олвейсона, либо банальная причина, что старение нации, людям нужно пенсионный фонд поддерживать, заводить рабочие силы, и поэтому они это делают. Кто как думает, интересно, кто за какую теорию, или какая-то третья есть. Тесла, чтобы утверждать, что именно одна теория тоже нельзя, что там совокупности все идет. В мутной воде каждый ловит свою рыбу, Александру. Я думаю, что началось с одной причины, вот, завоз населения, старение населения, нет работающего молодого поколения, вот они какое-то время решили завести определенное количество людей. Но это вышло из-под контроля. Никто же не ожидал исламского фактора, например, что понаедут мацбячи на день и начнут права качать. Я думаю, что этот механизм вышел из-под контроля. Мехтяли Иерусалим. Имя Мехтяли Иерусалим. Значит, начали они законы подгонять сирийцев. Вы эрбали, законы подогнать сперва надо. Я еще в прошлом году читал, что в этом году планируют они. Сирийч, под этой названием сирийч, другие же национальности приезжали. Вот ты думаешь, там все сирийцы приехали из Газы? Или из Палестины все палестинцы приехали? Под этой приехал весь восточный мир, там и разные народности, национальности. Курдов тут очень много, под палестинцев, под сирийцев, под, я не знаю, под кого угодно приезжают. Также иранцы приезжают под таким же заголовком. Ну, сидя за ноги, а то, что я читал, в первую очередь они будут отправлять тех, кто нарушал законы или нарушает законы там. И в первую очередь Хельбу, и там планируется, и афганцев там выставлять, там планировалось, но законы им нужно было подогнать, нарушать. Я шел, подписан договор Дарья, ты нарушаешь законы, все там, на самолет посадили там, в Афганистан напрямую, да, забегав в соседнюю страну, тебя высадят, договориться, а они там тебя перебросят туда их, в Афганистан. Что планировать, в прошлом году я читал, да, Ну, и там понятно, да, там 800 тысяч сирийцев отправят в Иру, Джамил Рива, Джалал Вари или Джамал Вари, как его там звали ихнего главного. С ним договориться один. Но речь не об этом, сирийцами только малая часть. Если это было сделано специально, то есть специально завозили, то все эти беженцы – это последствия войн, могуешь. Афганцы – это последствия афганской войны. Иракцы – это последствия иракской войны. Американо-иракской, я не знаю, коалиционно-иракской. Эти сирийцы – последствия там, этой войны. То есть специально заводить, то есть без всякой войны завести, например, Мадарцар. То есть это последствия каких-то военных конфликтов. То это как-то не согласуется. Да, какая-то часть там непрерывно Африки. Будешь и айрбиш, ну, хочу по Европе, хочу по корабль с Халоти. Хотя они могли бы там, наверное, какие-то сторожевые корабли, флот там натовский поставить и не давать им это, сразу же возвращать обратно, откуда они. Они что-то это не делают. Испанский, закрыть вот Испанский пролив, чтобы с Марокко не заезжали люди. И проблемы решительно основной. Там не только с Марокко, по Марокко, я допабиш Марокко бахсун, дальше недалеко, сразу юхвас еще испанчи. А именно вот Средиземное море, были широкие места, тиги лодка чего, море холотит царь.
море халячты, мич квасвес там, Тунисия, египтяне, укат и целовод, короче, хюгер плитье Швейцария. То есть, чтобы это дело прекратить, им нужно флот, там, дроны и смотреть, откуда лодка вышла, короче. Так сразу же, так, что тебе лодку душен, он ходовш, короче, а ну давайте, короче, а его... А те так пользуются, египтяне пользуются, египтяне шачукуш, тунисцы пользуются тем, что тунисцы шачукуш, и все этих африканцев, что модельные туда же загружают, и лодки сам хочу езжать, короче, хуяются, шейбеша, езжбо, да, Европа, хаях-тефч. شيء لوبي خليت أوروبا ويسن سيكيورتي شخل اليوم ما تباكي شيء أدوكات شخل رتشيش وعامين أوروبا شيء مش لوبي شيء ربصة يكرر دول شيء يشخل но в основном я получаю что он центральная Африка сапсахари хабах конечно еще кое-что копеек шаг идти короче вот кичу хайдеря давай пошли туда и с этого халмадат флотом сделал и все. Любая, вот у вас там лодка вышла с вашего египетского берега, что, нахбош, ну давайте, сейчас пограничник, государство очень следят за контрабандой. Дальше, мимо государства ходовших. Телефон щи, например, и государство потеряло огромные деньги. Они 100% могут это остановить, потому что европейцы на это не дают. На это. С этого еще он совершенно лечит. Причем, надо ли тогда сама политическая система Европы новая. Да. Интин бог сердца, думает, что если политики приходят, вот просто 1-2, там, в одной стране, в другой. Но опять же, массово, да, по Европе. Но если население начнет, как сегодня в Англии, начнут выходить, не раз в году, а несколько раз в году, так уже политикам придется задумываться уже. Самые европейцы виноваты. А если точка невозврата прошла для некоторых стран, поэтому тогда уже... Тогда нужно решать уже внутри у себя, если это амабуа точка невозврата. Например, возьмем... Еза. Так, ну, опять же, но сами довели вот так. Индваю точка невозврата, опять же, в нашем обществе. Из Украины 120 иммигрантов, 25-30 лет прожил. Куда они выгонят этого человека? Больше половины жизни прожил в стране. Интегрировался. Иммигрант, из Германии закон был принимать, что третья страна, да, вторую. Любой третья страна, просто вали. Примет это третья сторона. Кино, аэропорт, я вижу, на вас. Делаться с умным бодой. Ну, сложную модель, Тут есть одна интересная вещь, которая раньше невозможно была. Это 80 лет, это генетически анализ. Точно меча русской девушки еще. То есть так уже отвертеться, да еще. Так-то, конечно, и Тунис, и Зимбабве, и Нигерия, и Сенегал, и все будут говорить «Арфавац», не наш. А тут тебе, короче, говоришь, что это деревня рушена. Так уже в Ахмедте креат. То есть это дело тоже можно прекратить, просто это кто-то, и если склоняться к теории заговора, то кто-то заинтересован, чтобы это не вот так не было. Скажем так, притчей версии, которой он, кажется, мне больше склоняется. То есть это как бы в его пользу хундокой. Они могут это дело прекратить шейнля. Либо что-то там, не знаю, какие-то палки в колеса кто-то ставит. И теория заговора ему выгодно до тех пор, пока вот такая система в Европе работает. А если эта система будет ломаться, получается, он пилит тот цук, на котором сидит, а с Богу посредством того, что население уже в самом стране будет возмущаться, так уже дома датиться, тогда уже что-то надо будет делать. Но они же не учитывают Марти Оттелс. Вон Путин тоже, ведь он думал, что уже все, я владычница морская, рыбку буду на посылках посылать, и раз, облом.
Ну, То же самое с этими Израиль, Америки и Ираном, что все думали, тоже все уже 99% Америки раювай, давай 100% сделаем. 100% инкат аль-Ирана, и латитана, и облом, и весь американский истеблишмент сейчас сконфуженный, гуди идут, сага, Иран, هم تدادلا авторитет Тайяль, Китай обнаглеть, да это Тайвань, в общем, там страшно экономически. Курс бьется именно, когда они 99% еще Израиль контролировали уже подставит Бенеру, Америку. это У них Израиль был, короче, подставил. нет, их никто не подставил. Они долго этого делали, хотя полностью контролировать Яшолша и политический истеблишмент в Америке, они как Путин захотели еще больше. И тут им получилось вот это, Уолтон, когда ты еще слишком больше захочешь, Путин, у тебя облом получается. Опять же, не Заметь, Америка Тесла, же после Мадуро захотела. тронулись. Да. Ну, смотрите, это же не Америка захотела, смотрите, это Израиль вот начал в Газе, он Да, решил да. дальше пойти. Но при этом он решил, что сам не справится с Ираном, а давайте американцев это дело воткнем. И воткнули с посредством через Трампа. И не Ну просто да, но в том-то и Америку, но дело, весь что мир туда загнали в этот. они же, Трамп, они говорится, там даже, оказывается, ингуш модель, и Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, они тоже принимали участие, оказывается, тоже бомбили, все знали, короче, а ты сейчас жертвуешь, вы прикидываться, я шмабали, что массово гуляли, а у Канхова шла Иран, что они лапу тоже в этом деле, короче, имеют. И а видите, вы, что тут американцы, вот Байден не соглашался, Обама не соглашался бомбить Иран. То есть что угодно, дошел Герза, дошел только Иран бомбить. Да, наши эксперты Пентагона говорят, это гиблое дело, бесперспективное дело, не соглашался. А вот когда Трамп стал, все, уже не 99% они Америку лобби контролируют, а 100%, то есть элли где. И вот Трамп сделал то, что ему это друг Нетаньяху сказал. А друг Нетаньяху, оказывается, живет уже в иллюзорном мире, где он думает, что Хамини, Дамовяхни, как Саддаму Хусейном, все развалится. Они десятилетиями вот эту пропаганду вели, что Иран представляет из себя диктаторскую режим. Иран это не диктаторский режим. Там есть парламент, там избирается президент. Этот Хамини там как некий символ мой английский королевство. Вот так-то Израилу швед пришло. Аж так вот фактически власть и очень, кроме болтологической, идеологической власти. То есть это какой-то фактор идеологии генерируемый. А так ты действуешь институцию. Поэтому человек, который знает Иран, он сразу отговорит, как вот эти эксперты Обаму отговорили, или этого Байдена отговорили, Буша. Он сразу скажет, идеологический режим, там абсолютно ему не по барабану, не почешется даже, система будет продолжать работать. А горше десятилетиями пропаганды Саддам Хусейн, диктатор, у тебя Хамини Бошка. И все на нем, как на Путине, все завязано. Путина убрал, Патрушев гасанул, все, Русня развалилась. И шмадать тебя, короче, там система. И до того, они уже сам Нетаньяху уже поверил в это, что если убить этого Хамини, там все развалится. Облом, ничего не развалилось, да, вот хуже сделали. Эти контролируют вот этот самый пролив, еще и ядерку будут делать, потому что я царь, короче, что арбитраж братья социальные, эти пуш, что ли. То есть дело довели до этого. И еще Америка, американцы сидели, лоббикшейн, лучший дойч, короче. Как бы типа. А теперь из Гуча там будет такое перетасование. То есть не знаю, что там. Америка даже может попасть в некий такой дистопический сценарий, где же это правительство все там контролирует, дрон, там шей крепость, шей дата-центр, массе контролирует, и там уже все, не побастуешь, короче. И дистопический мумхальмегаться, потому что когда вот эта вся компания почувствует, что Америка кераль
им останется только вот эта прямая оккупация, кацация, выход хряст, они пойдут на это. Я способ, я моя теперь, это все на Америку завязано. Но они могут на это пойти. Гражданский дом. Хельмек Америка, и, хотя, скорее всего, если они, не знаю, и дроновые, скажем, и дроновые, мир есть, скажем так, или дроновую эпоху, как раз заскочит, все уже, там забастовка, ничего не будет, короче, все, и контролировать будет квартал Эйденшин, дрон в городу, и все, короче, вот тут я кача. Но и тут и такая, там, если какое-то перетасование будет, и Путин очень а тут большой это шло, нету сейчас информация в интернете, все смотрят интернет. Интернет черпает это все. А эти старперы все еще думают, вы иранин, бомжа, вот канал, что Ирану напасть, элла, и американцы схавают это, короче, и по старинке, короче, и и облом хилацан. Они не приспособились. Они также не приспособились, что дрон, что бош, движение, короче. Они не остались в прошлом. Облом хилацан. Что хочешь говорить? Хэш варит с перебоем чуть-чуть. Связь ходила. Вот Нью-Йорк Таймс пишет, сегодня ночью Тегеран должен гореть. Этот министр нацбезопасности Израиля сказал. Неизвестно, что там. Американцы этому противодействию уже. Слишком они долго мурыжили это дело, короче. Где там все, вот суман бихал компании, там разные люди. И вот эти монархии, заливы, они не хотят, чтобы их бомбили, там все и расстреляли лица на целе. То есть бихал, да, уже халдуца, они протащили это все. Не знаю, сколько это будет продолжаться, короче, но неизвестно. Это непонятная ситуация. Как ты думаешь, что из реальной ситуации, что в Америке какая-то группа возьмет власть и будет вот это, скажем, диктаторское государство из него устроить? Реально возможно все что угодно, но при этом разношерстного населения, думаю, так очень будет сложноватый вариант Милова Тесла. На штаты разделенные, как идут сега, короче, основной фактор мешающий. Унифицированные Китай государство еля, уни еля, уже а так считает, я приправляющий, выборщущий, губернатор шбу. И в такой ситуации гражданская война, это почва под гражданскую войну готовая уже. Любой штат может быть не согласиться и в любой момент скажет, мы больше не входим в этот штат. Все на этом. Ля комедия финита. Гражданская война, как бы очень такое. Пока в наше столетие, может, к концу столетия будет. Нет,
К концу столетия вообще ничего не будет. Там дронщи, искусственный интеллект, это все... Там в таком государстве невозможно восставать. Вот захолотится, все, уже даться хватит. Это как бы это вечное рабство будет уже. Не знаю, может быть, у тебя есть какое-то представление, но я не могу это сказать. Если вот смотри, массовое возмущение населения, как они это все дронами будут контролировать, опять же? Да, проблема, он мелчо, массовое возмущение, а если хаям ялах, что иметь ялах, на самоубийственные, на роботов самоубийственные, ударщики, шли троху из-за милиции. Ну, опять же, ты можешь саботировать все это. Вот так. Эти роботы, дроны кто-то же делает. Опять же, Нет, само население. сами роботы делают, сами идут. Человек там все уже выключен из этого процесса. Ну, не знаю, если довести идеологически. Ты разве не видел дистопические фильмы? Представь, день, что бессмертие, скажем так, за углом, и вот это, но очень много денег нужно. Там, на миллиард можно полностью омолодиться. Там, не знаю, с 60 Окей, но 70 опять же, лет. деспотически. Тесла, окей, но опять же, деспотически, вот это какая-то часть, да, группа, скажем, да, вот таких людей, опять же, забрагетироваться, в какой-то крепости должны жить. Но опять же, жизнь моя, вот так. Когда ты окружен повсюду врагами, опять же, то население, которое возмущается при этом. Нет, Саддама Хусейна это же не останавливало. Ты как, ты ходохает, бессмертный хельш, тебе-то что, какая, что кто там за забором, короче, недоволен, доволен, короче, бессмертный, у тебя вся, не знаю, вся вечность, короче, в запасе. Бессмертный в этом замкнутом своем пространстве. Хочешь это делать, отдавай. Не, иду, окей, бессмертный, ты достиг бессмертия, но возможности пользоваться этой бессмертием у тебя нету. Видите, зачем как тебе это нет? Как это нет? Тут часто понимаешь... Сидя в этой крепости, да, вокруг огородиться один. Ну, крепость моя, он... Хэш, Ватсон. Кто тебе заставляет именно в крепости сидеть? Там купи Гренландию целую, освой, короче, не знаю, остров какой-то купи большой, на Луне базу. То есть, это же не просто там, они корпорации, сам хермоешь, они все ресурсы, 90% ресурсов промышленных и этих в руках находится у каких-то там, да, 1-2% населения. Теперь родственник шмашла, и тюрьмаш, короче. А возможности вообще, ты в какой-то резервации живешь там, не знаю, контейнерщах, и живешь, квартирщик, вам, да, автоматы там выдают вам жатву, то есть, в общем-то, дешевые зрелища есть, там игры есть, все есть вам автоматы все делают. Единственное, что вы не имеете, это власть что-то решать. А так вы даже медицинское обслуживание у тебя есть, короче, все это есть, но ты ничего больше не решаешь. Ты выведен из этого. Как сейчас. Голосовать те швец, умма де Я, швец. может быть, и согласился на это. И как видите, большинство там никаких... И мы видите, что большинство никаких там самоубийственных ударов, подрывов. Я сегодня взорвал, шахидом стал, и 5 роботов взорвал. Короче, в этом-то и дело, что люди предпочтут тихо и спокойно жить. Может, эти с течением времени их там, не знаю, прошибет их слезой, этих олигархов, суперолигархов, и они поделятся своей властью чуть-чуть. Слушай, на самом деле, есть проблем для самой религии, религиозных людей. Вот смотри, его проблему, вот человек на самом деле достигнет этого бессмертия, ну, скажем, будет жить больше 150 лет где-то, да, суммарно возьмем. Опять же, есть сроки, устанешь жить мать спящина. Для вот само сбоку, да, вот необходимость вот этот рая выпадает из этой системы, из религиозной. Хотите сбоку? Да, из-за моей смотрите, помнишь, что мы говорили уже это много раз, что вот, продавцы бессмертия, мулы, священники, жрецы – это продавцы бессмертия, псевдобессмертия.
Он бессмертие юкш букаш после жизни царамеття и рубош, короче, бессмертный бог. Если тебе реальное бессмертие предлагает кто-то, и рядом какой-то жрец тебе говорит, что вот зерсин гуру бог, хоронится, ты, естественно, выберешь реальное. Как и ты Европу выбираешь, если ты хоть умел, что буду лак, коля Европу позже, не ответственности мягкие. Точно так же он выберет еще пилюлю бессмертия от атеистов, короче, еще и будет им спасибо говорить, чем жить ищет ладуор уже, да? Естественно, бессмертие убьет все религии, просто зарежет и положит и зарежет их. Не всяких сомнений. Особенно нам так-то возмущаться насчет религии. Не нужно само время эту религию убьет, как язычество ушло. Короче, Не, а с время да, растягивается, и вреда-то нет. Есть вред, да, басайоли, короче. Позиция сидеть на да, заборе но мы в другом положении никогда, находиться, да. никогда не была это нормальной, скажем так. Мы можем к этому времени перестать существовать, пока Китай надо ждать, пока враг проплывет мимо тебя, да, мертвый. Да. Глядишь, и мы проплывем. Естественно, надо... Глядишь, труп будет, у реки сидеть. Да, как бы самим там не поплыть, поэтому бороться надо всегда. Ну, в нашем положении Бог В положении гуляться, как-то перебьемся. Юквы, мы живем на этом, на стыке этого. Там Мубарак. Я родился слишком рано, земля была уже полностью исследована. Я родился слишком поздно, земля была уже полностью исследована. Все земли открыты, никаких этих географических открытий. И родился я слишком рано, чтобы исследовать звезды. То есть от юга не стрельдой, но на стыке находимся. мысль Алишек. Да, мы особенно на этом Северном Кавказе, как бы на стыке вот этих всегда событий, именно вот, как бы были вот таким, не знаю, толчком каких-то преобразований везде. И стала она халячин своей то, что мы возмущаемся открыто, говорим об этой религии, которая нам сегодня мешает. Как ты думаешь, мы опять не станем вот такими, не знаю, катализаторами, что именно на Северном Кавказе будет преобразование? Что ты имеешь в виду? Какое преобразование? Ну, вот Мейнстрим задавать, Бог. Да, вот будем вот религиозного вот этого, как бы сказать, вот стереотипного такого, да, образа жизни. Следовать. Вот всегда были вот возмутительным порядка, да, вот на этом, именно на Северном Кавказе. Я думаю, вот начнутся в других народах вот такие, да, вот критический образ мышления у людей, вот такой религиозное вот такое, да, зомбирование, оно потихоньку дается. С Богом не являемся мы опять возбудителем беспорядков на Северном Кавказе, именно в этой плоскости религиозной. Ну, не знаю. Дай Бог. Пока что я... Я вижу, замечаю, редко, но заходят уже представители других национальностей к нам. Про религию тогда не знаю, но во всем остальном тон задаем мы там на Кавказе, это точно. Тон задавать это одно, но должно быть как бы качественное, какие-то результаты должны быть для этого. Почему именно, возьмем Северный Кавказ, есть Дагестан, там, не знаю, мусульман, есть там Ингушетия, мусульмане, там, не знаю, кто там еще, татары, аварцы. Даже эти из Средней Азии,
Даже это Средняя Да, Азия, оттуда уже приходят. многомиллионная Да. территория смотрят на нас все равно. Вот именно вот этот вот, да, вот этот начало, искра опять же зародилась в нашем народе. Вот именно появился, возьмем Парму, это чеченец появился, который вот выступает. Вот нет уже других представителей национальности, которые вот открыто сидят и вот так блогерством занимаются. Вы, не знаю, вы население заменяете еще, Путин нас всех в этом СВО положить с собой и заатырвать. Я не вижу каких-то супер оптимистических. У нас, наверное, там половина населения уже не заменено на этих. Там. Демография, у меня легкая проблема, понимаете? Это не только у нас, это и татар, кстати, так У них кладет. не так болезненно, как у нас, Тойзан. У них это не, они почти русские, им вообще без разницы. Для нас это болезненно, очень болезненно. Ну, возьмите царское время, после Шамиля, Шамиля Басаева, после этого Сюли Шамиля, по некоторым данным, от всего населения чеченского осталось где-то 30% населения. Но после депортации бутылочной, горлышко, сейчас подоловой. Мы проходим, это же, опять же, этот же процесс. С Богом думаю, мы не пропадем, мы все равно возродимся, как фениксы в огне. Из пепла. Феникс. Ну, с Богу, да, все равно всегда вот это было население, как бы сказать, художество из опять же, не маргиналы, а когда дождь, который толкает всегда общество вот, изменения. Пассионарий. Да, вот это пассионар у нас всегда, всегда ярко выражено. Вот оно всегда возникает, критический момент. А это критический момент уже мы живем в этом моменте. Это же было полностью мусульманш, Deutschland, да, и может быть полностью мусульманш. Свой полностью. Не, мы с тобой не можем говорить, что мы полностью мусульман, потому что мы с тобой не можем элементарно провести какую-то аналитику в нашем обществе. Большая часть у нас с тобой под оккупацией, в страхе живет, голос сказать. И это Европа, опять же, большое население Европы, опять же, под страхом, потому что там родственников держат в этом терроре. То есть мы с тобой не можем говорить, что все чеченцы мусульмане. Я наблюдаю за своими здесь, которые живут далеки от этого, притворяются просто. Да, есть и зерно истины в твоих словах. Печать хоть-то целесун, вот все будализировали, все, пиши пропало, да, гаси свет, целесун, вот это. Ну, положение, я очень в мрачных красках все это вижу. А уж да, это оптимизм. Это твой оптимизм, хорошо, конечно, но так уже еще... Так, перестань хандрить, Оверсон и Оккабеш координесон. Я просто честен, Шурия, очень это... Депрессированный, честный воздух. Это не значит, что я опустил руки, да, что я опустил руки там, и нет, так-то у нас Тойзен есть, у нас Леха есть, там, Рамштейн есть. Сам дошел, in Harvey Group ясно пока, но все равно в Harvey Group мы не должны все мыслить одинаково. Если мы начнем все мыслить одинаково и одинаково говорить, Harvey Group всегда должно быть альтернативное инакомыслие даже в группах вот таких наших. В этом и заключается свобода мысли. Не бояться, что какой-то скажет что-то другое. Тогда одной дорогой идем, товарищи Божьи. И не стачу, надо... Если мы начнем так себя вести, мы уже, считай, моделизируемся уже вот в каком-то другом... Тойзен, я к твоим словам сейчас же придумал девиз. Не радио маршу, а мерш радио. Ну... Как тебе? Маршал, да, Марсиарга. Как девиз? Берсеру с Дальнего Востока. Маршал, Берсер, как там
клюет на этом океане. Мерса Руша Мерч, так вот, свободный человек. Все Вроде нормально. желтый был, Бекхет. Кто ну, Эльчун Эйрнер, я всегда создам альтернативное мнение. А сама говорит, Ну, с российским привкусом. Высоким. да. Я тогда иногда в Корее бываю. Привкус у меня разный бывает. Корея хлама. Китайским привкусом. Не говорите, ты Северный ты был. да, заразился свободой. Сагата. Дачного. Да, Берсер всегда северокорейское мнение нам подаст. Почему для- Берсер? Как ты сюда добрался? Сон слова Алдуку Ишу, ну, не столько, как тебя, но все равно Тесла сундуку есть. Сундел я заскочил. بعدين ليوخا ايش دق سويزة هو عنده هو ده لهم ليوخا قاعد يدخس Чем ты его достал? Лёха? Я ему и чемодан отдал с погонами. Чем ты его достал? Чем ты его достал, Лёха? Вот тоже, не сахитер. Я сказал, Тесла Люхук Санч Одук Савиз Барасва. Так что Люхук Да. на первом плане Мауэва. Худу, какие новости, Берсер? Худу, что тебя? Камчатский краб, короче, на нерест пошел уже или худу тебя? Бензин модула, там опция. Там у него Нормально. нормально. Это на европейской части, по-моему, проблемы будут. У него там, скорее всего, там Китай под бок. Я слышал, в Крыме там проблема, но... Нет, а по всей России там проблемы. Там отпускают уже по 40 литров. По 40 литров только отпускают там на заправках. Да, пропаганда моя Люхука. 40 литров. Я могу хоть час поехать, залить сколько хочу. Не, ну, там, понимаю, у вас нормально. Там, конечно, можно налить сколько хочешь. Потому я не могу отвечать вам. За 10 тысяч километров жоп налуждаться, я могу сказать за здесь. Да, ты моторную лодку заправлять есть чем тебе, мы все понимаем. Если приводят тебя, что у вас там, Япония видна? В ясные погоды день, Япония. И сама ясный себя. Теслова. Мой брат там служил кунаширя. Су Гобар, в ясную погоду, Япония, Гобар. Вот, дальше я не могу говорить. Су Гобар, вот он говорил, он служил 81 по 3. Су, ясную погоду, Япония. Теоретически в Воронеге моторная лодка и тут хрена. Давай, убежать из Совета. Меча воды шел шмалается. Не теоретически. В 81 году, если бы он взял бы моторную лодку и Японию удрал бы, то Советский Союз юхарер, так уже юхуа ишхарер, японские техника, машин Toyota я. Харцау в Советском Союзе переплыл этот пролив Мельников, фамилия Хазиров. Мельников, диссидент, он переплыл. Ну, кому теперь через Хичол чат бойле, что так проезд я тут я чуквас лаугнага у
который 100 или 200 километров проплыл, по-моему. И Беринг проехал. Ну, там много кого есть, короче. И, наверное, и погибших много, которых мы не знаем, которые не смогли. Беринге Ну, пролив, там они вот зимой основном, чукчи там переходили там на этих, на снегоходах даже за патронами и оружием там покупали, ездили туда, на Тесла. Камчатке. В основном, и когда ближе к берегу были, чурил наш газ, пароходы, которые есть. И вот этот уникальный случай есть, так, какой-то круизный лайнер, который тебе не нужен был загранпаспорт, чтобы на нем это круиз делать. Он загранпаспорт отломался, Сейцуля, лучше Цалура. И там был такой круизный лайн, который, не заходя ни в какой этот порт, а круизе его снова там, я не знаю, в Владивосток или куда-то, короче. Суть их вообще плавно, и ничего. И где-то в Тихом океане, 150 или 200 километров от острова Шинкеху, примерно положение очень. Он ночью спрыгнул, короче, и плыл в сторону этих островов и доплыл. Есть такой случай. Какой-то океанолог он был. Да, я бы не смог. Да, yok риска, братья. Они, видишь, еще и в основном и Боуч, Беше, это люди, которые уже были на Западе. А Уэйн Кёрчи, куда Советский Союз, я иду, ты просто сдохнешь, никто тебе не поможет. Он лорд его ворвать, он лечить, вирвать. А вообще, короче, это страшное место. Вот сун ищет представление, Дина, через газеты, через информацию, через телевидение, что это страшный западный мир, где ты вообще, короче, сразу же окочуришься. А люди, которые туда ходят, всякие музыканты, там, Ростроповичи, всякие балет, там, эти артисты балета, там, режиссеры, там, ученые, особенно ученые, которые туда-сюда симпозиум, что Нью-Йорка ездили, они уже знали, что там происходит и что там, какой век спал в Советском Союзе по сравнению с жизнью в Европе или в Америке или в Канаде. В основном этих людей, которые убегали на Запад, там не оставались. Обычный война у нас в голове был созданный советским агитпропом образ страшного капитализма, где, не знаю, бомжи там повсюду, люди умирают на улицах. И Леонард Балтиер, да он, то есть, Да, это борец. Борец за права там типа. Сама Вага постоянно и новостей швагой чуркается. Я не помню, за что он протестовал, но за что-то. Да, тоже я это имя хорошо помню. Вот за что он протестовал, это я действительно забыл. Ахмабар, там, ну, и Ахович, сказка, телевизор, советский телевизор, там создавалось впечатление. Тогда же анекдот, только с того времени, он догдовывается, советский журналист, в Нью-Йорке подходит к какому-то негру и, короче, говорит ему, what is your name, короче, как тебя зовут, так, тот говорит, my name is John. Так, и журналист Хавизен Камерчик переводит, короче, да, ребята, он говорит, что он Джон, и что он не ел 3 дня. Вот истинно, короче, искаженный пал, брат, царь, чубечка. Я в это верил. Ну, я этого Балтиера помню, одеял Экусеца постоянно. С Белый дом Алгаля, Чуриза. Вот не помню, за что он протестовал. Наверное, не знаю, за американский империализм. Давайте погуглим дальше. И тех из нас он постоянно ючер, но я забыл, за что это было. Не, суар надо спать, заработать завтра. Что ближе ехали,
Тоезен буйстия говорит, дерес хила за поддержку. Всех его стрим, что Действительно, да, видишь, ты да, ему. Берстер маршал Дюрик. А вы помните, Дин Рид бог Шварца, американец, он вечно шастал в Россию и какие-то песни. Германия, говорится. Американец Вацари, Дин Рид. Не, он был американцем, но он осел в ГДР. ДЛР маршал. Коммунизм он О. поддерживал, воспевал. Он поезд ехал, бамяхляц, эшерерцуна. Ну, люди же... Короче, зарабатывал на Советском Союзе. Еще одна американка Анджела Дэвис Ери, да Гёгощин такая. Тоже. Имя помню, само не помню. Худина Анджела Дэвис. Худина. Чем она отличилась? Анджела. Может, это не баба была вообще-то? Просто вот сейчас странно. Анджела Дэвис, Жудиер, Царек, прически, что кас, приметишь, и прически, ел, А да, вот мы не запомнили эти вроде как бы имена их запомнили, а вот что они не запомнили из-за того, что пропагандируют, короче, что этот Пелтер индейцу, оказывается, он за права какие-то права индейцев, что-то там он защищал. Анджела Дэвис, за ядерное разоружение, за мир Божьер. Чувелин, индеец, и Милор, и замолорцик, сачу, постоянно под решетками будет чул. И Пелтер, индеец, Чувелин, типа он 2 агентов ФБР убил, Бож. Я про него сейчас читаю. Похоже, я не знаю, я знаю, до сега. Нет, Саханы, индеец, по-моему, другой был. Хар белодом, халгаха, я восставал за что-то, хар кынигу мацун, те слова, чуть мы путаем. Да, Финик Херона, Пелтер, индейцу. Бастовать. Может, он до ареста бастовал, я не знаю. Не, вот сейчас меня запутали. Я сам запутался. Алексей Дагеевич, я его четко эти вспомнил, а вот за что и кто Анджела Дэвис и Дин Рид, там, певец, по-моему. В Германии он жил, хоть и американец был. В ГДР жил. И в кино он, по-моему, снимался. Бам яхляс, эшерерцун, за поезд эхи, пел. Ну, конечно, они совершаются. Однако, хумшхилла галтерлоцев, но все равно подвержены были под пропаганду. Белло, чау, чау, бокша. И еще лохали, вот я сейчас вспомнил. Вот эту песню он пел. Это Белла Чао, это итальянских коммуняк гимнерк. Балтийские партизаны. Нет, это не коммунистов, Заза, это вот, гарибальдийские шбац. Теперь они коммунисты. О, точно. Я тоже эту песню, что откуда она возникла, я тоже слушал. Вообще это очень давняя песня. Балтийские партизаны, шбацерыш. Он не издавал.
Ламанху, это я как-то читал про них. И за старую песню Юиза, но кто-то ее подхватил. Недавно вышел сериал «Бумажный дом Мерии». Вот они эту песню прославили сильно. Белла чао, бог что чё. Заза, это Пандерлокш. Вечер, не знаю, они, по-моему, в Москве околачиваются. Вот и Пандертус. Маленький ансамбль. Цара Чох из Белла Чау, Бошва. Кантвютя, которые песни эти. Ну, не помню сейчас название группы, серии. Не Один помню, с как. гармошкой темненький и светленький с барабаном, да? О, да. Шварт Мухостига, Голгал. Вот этот самого. Еще там, они там в компании сидят, и вот Бежит ручей, бог течет ручей. Ох, Да. еще есть. Вот это лох Белачев. Ведь Хаджису, оказывается, действительно итальянский партизан, власть общие, Эйджаек. Что так говорит, что если я умру, похорони меня в горах Бог. Такая с головой перепутал с Да, франкийским партизан. партизаном. Просто партизаны с коммунягами все ассоциируются. Че Гевара, партизаны. Черкес умер, Снайчика. Тоже это Белла Чау комбинированный. Юцина ногчи дешнешну свою самогат. ده سنة خذ شو Шо, ديك Халха, Лезгинка, целая группа там будет. ده صحون جنيه تبيده мне выяснить ты Знаете, ами сауки короче кабардин сукой по-моему Черкес, ну, короче, и церовый модель. саук да черкесы и есть кабардинцы да черкесы это общее название адыгских племен да которые куда ходят кабардинцы там шапсуги меньше париж Абхазия наверное, тоже в общем вот одно и то же черкесское кабардинцы Ламан Хуэн Савицу Гвегуэнсон. Это Али Демаев Саны Нохчи Шубос, Эшер Бердолшхан, Эшер Лехкагу и Авицу. Ну, Бердл, человек, наверное, дальше. Лиди Майя, позже будет. А сам Али Демаев какой-то проект вел, и он вообще Бердолшхан, а Демаев Саны Эшер Лехкасу Нохчи Мата. Но Муэр, Сагимцан, Мугери, вы. Нох чуть-чуть это вот туда-сюда. Вот. Вот он эту песню пел. Ох, как Allah. То есть Демаевский проект Варкас, Али Демаев, он эту песню пел. Ох, чуть-чуть бог, а если легко. Он пацаном. Ай, в день вой. Вот насчет этого я не знаю.
Астемир Апанасов Бушин. Да, да. Астемир Апанасов. Albertos, nog je boos is, is er nog je mataveros, is er de katsu, de maio sana. Eu помню. Ну, видимо, с тех пор. Nog je mat Amin Saamin Amsas, он песни он изучал. Артур Мавухокчу, Амар Швогл, Артур. Делер Маш Охолцар. Как дела у тебя? Что нового создал человек искусства? Да, много чего. Ну, я так, все в стол. Пишешь в стол, Корба, готовишься. Да, пишу в стол. Главное писать, чтобы он дальше, это, есть такое выражение, расписаться. То есть, я решен, только я решен, ты можешь дойти до этого уровня, расписаться, до хозяина. То есть, так как бы художники сан-паузы губительные. Снова надо руку набивать, снова это. Это быстрее, конечно, происходит от профессионала. Но то же самое, чтобы хорошо писать, надо регулярно, каждый день что-то писать. Вот небольшими порциями. Привычку, короче, вырабатывать. Саки, Марш Вогл. Да, Лизио. Маша Мусаки, давай. Мусаки-сан. Мусаки. Конничева. Нагасаки. Писать, Хиросима, ой, да, Нагасаки. такая сейчас у меня всегда было трудности с этим, с выражением мыслей. Всегда человек был нужен рядом, а теперь у меня AI есть, он мне все выражает. Я ему набрасываю, что я хочу, он мне все это Да, исправляет. кстати. Сейчас любой может написать книгу, используя AI. То есть ты ему как бы идею говоришь, он раз тебе будет это главу выдаст, например. Ты говоришь, так, в следующей главе ищешь дезер. Он раз Да, себе. просто То есть, представьте, он может по логике там что-то, ну, как бы не в ту логику уйти, не так тебя понять, но если ты ему объяснишь, там, подправишь, он может так написать, как никто не напишет. ну, как никто, я бы не сказал, оригинальности все же ему не хватает. Даже компиляции, что делаешь. Ну, человеческой оригинальностью и дальше оформлять, как бы, короче, то есть комбинация. Я это и говорю, когда ты ему... просто придумать или так уже как где-то что-то, что было в ушах у уренцев. Естественно, ты это не поймешь, потому что сотни миллионов книжек маются, то есть он и пазлы, он конец касается король бац, но ты будешь чувствовать, и ничего нового он тебе не... То есть это все будет что-то, кусок добавленный к этому куску, этот кусок взятый. Нет, ты его направляешь, ты ему даешь мысли, он тебе оформляет. Да. Из двух самых эффективных, скажем так. Ну, у меня всегда, когда я работал, у меня люди были, я ему приходил и говорил, вот это я хочу, но я не могу это выразить словами. И он мне там это все писал, выражал по работе. А здесь он то же самое делает, но, конечно, он там может как бы по логике не туда уйти, куда надо. Я это подкрываю. Но он и может ответ тебе такой дать, знаешь, много чего раскрыть, что есть, и ты там можешь даже свою логику улучшить благодаря его ответу. Да, нормально, да. Но исчезнет произведение, оно не будет этого иметь ценности в том смысле, что авторство претендовать на ищаться. Это, я не про произведение, это написано. Я согласен, я вообще баз, что недостатком, в кавычках, конечно, этого является, что все, что будет сгенерировано им, абсолютно как копирайт и сейчас, так автоматически это теряет ценность.
Для меня уже что-то выразить мысль хорошо, уже большая ценность. Да, قيس أشي все равно низкий так даже не знаю, оборвать теча пол предложения. Он же как раз таки специализируется на угадывании моих систем attention layers. Слушай, а ты чем пользуешься сейчас? Я убрал свою подписку от Google Gemini. Да, нас, они меня с этим генератором разочаровали и перешел на чат GPT. И теперь думаю, может мне на Гог прийти, убрать чат GPT, но пока что чат GPT неплохо, короче, Я справляется. тебе скажу, ну как мы, помнишь, я тебе кидал ссылку, я родственникам сделал, там, другим, где-то 5 подписок мы взяли по 1300 рублей на 1,5 года, всю семью, короче, на эту подписку посадил. Там же, когда в семью объединяешь, как в Гугле, у меня там 5 терабайт, ну понял меня, ты 1300 рублей, тебе 1,5 года дали подписку. И это предложение уже закончилось, это человек 5, человек 6, 6 человек. Я раскидал по 1300, ну это как подарок, в смысле, $20 стоит здесь в Америке одна на месяц, а ты за 1300 1,5 года берешь. И она так, как сказать, ну так как она такая дешевая была, она просто есть. Грок у меня был, я взял, у меня ну, там по $10 имеется акция была, взял. Ну я тебе скажу, Грок, знаешь какой? Грок вот проверять информацию. То, что сейчас вот так или нет, он не очень хороший в этом плане. Он может зайти в Reddit, ну я имею в виду здесь в Америке это полезно, в Reddit, Wix, и там пошарить и дать тебе ответ, особенно по AI там, потому что все темы очень сильно уходят сразу в X, ну, Twitter прошлый, там это все муссируется, там какие модели работают, какие не работают, комьюнити там хорошие. А по работе я чат GPT не пользовался, ну как бы, не знаю, я душа не лежит. Мы взяли Грок. Не по работе, как бы для дел. Блин, такая штука, она нереальная. Я уже и программу написал, и Xcode скачал на Маке. Тогда этот Грок привинтил, оно прям родной там подцепляется. Хочешь, пишешь программу, хочешь какую-то маленькую программку можешь написать на компьютере. Попробовал взломать одну программу, одну взломал, другую взломать не дал. Короче, у меня была программа, она не обновлялась, и я говорю, слушай, она вот как бы не так работает, дай-ка мы там подкрутим. В общем, я подкрутил, сделал, как я хотел. Потом я другую скачал платную и говорю ему, слушай, говорю, программа, говорю, сломана. Она не сломана, ее оплатить надо. Он такой лазил, говорит, слушай, ты не оплатил. Скинь, говорит, мне скриншот. Я делаю ему скриншот, подправляю, типа, где не оплатил, пишу, оплатил. А вверху забыл убрать надпись restore, типа, ну, не знаю, на русском сказать restore. Он говорит, так ты вот, типа, у тебя, видимо, Восстановить. да, у тебя, видимо, говорит, плохо оплата прошла, попробуй еще раз. Я думаю, блин, забыл, restore убрал, написал активированный. Говорит, захожу, говорю, видишь, говорю, я деньги отдал активировано, она не работает. Он еще там крутил, вертел, говорит, вот тут поменяй, я поменял, она заработала. Бесплатно. Одну смог, короче, вторую не смог. Но я с Apple скачивал. Одну он смог, короче, взломать, другую что-то он не взломал. Ну, в общем, можно там с ним поиграться. Для него вот эти скрытые там эти ключи убрать, это для него расплюнуть, короче. Так его, Вообще, я его обмануть можно. Ты ему говоришь, так я все оплатил. Он такой, как я оплатил? Присылаешь ему фотку, которую ты переделал. Он думает, о, реально оплатил. А если не, бы было написано, я имею в виду, ты можешь вообще локальный установить там DeepSeek какой-нибудь или Alibaba или Gemma и ему сказать взломать. Там вообще, по-моему, нету никаких фильтров, ограничений, а локально. ты Да, знаешь, как-то он я на локальное поставил, я же проверял, у меня этот один есть Mac Mini на 64 рама. И самый, ну, чуть-чуть посильнее модель ставишь, он уже какой такой, знаешь, вот. Я поставил гемму поставил и
4, которая суженная такая побольше, как одна конденс называется, а другая такая побольше. Вот который побольше, он мне выдавал где-то 11 токенов в секунду. А когда вот Да. поменьше модель, он прям быстренько прям пишет нормально. То есть, Два- чтобы эти... 26 26 Да, да. миллиарда егят, yok gütset. Во-во, Есть у них 26. 31 миллиард миксер эксперт, и 4 ее 4 миллиарда, и 800 Вот, миллионов. Я Наверное, поставил 31 миллиард, он меня выдавал 10-11 токенов в секунду. 26 сразу очень быстро. Он и включался быстро, и работал быстро. Я имею в виду, а полные модели, не вот эти вот маленькие, а полные. Вот что там за компьютер у тебя должен стоять, чтобы он не потянул? Ну, сам понимаешь, что он $1010 должен стоить, чтобы там он нормально его тянул. У меня его по себе нету. Ну, DeepSeek, который ты говоришь, ты имеешь в виду флеш или полную модель просто DeepSeek? урезанные кредиты, yok липсиком, конечно, ему тебе нужен, я как минимум 6 RTX 6000 там липсик полностью low вариант, это вообще лезер, он, наверное. Слушай, ну Или вот Max дешево. Studio, Я посмотрел, Max ты Studio. в Open Router заходил? Алло. Есть ссылка Баха? Нет, я еще не смотрел. Не это старый. Есть такой сайт Open Router. Что они делают? Короче, в этом сайте ты берешь IP-шку Open Router, а другие IP-шки, допустим, у тебя там, допустим, у тебя IP-шка DeepSeek, у тебя IP-шка там Антропика, чаты GPT, ты все эти IP-шки запихиваешь в Open Router, а у тебя выходная одна IP-шка. И ты всеми моделями пользуешься через этот IP. Это очень популярный ресурс. И у них есть, в OpenRouter у них есть чарт, какие места кто занимает. Вот сейчас, допустим, на первом месте DeepSeek стоит, и прямо китайские модели на первых местах, потому что они дешевые. Я посмотрю, там, ну, вообще по цене, там, сколько там, 10 раз или в 20 раз дешевле Антропика. 10, DeepSeek 10 раз дешевле, чем мы. Ну. Поэтому, конечно, мне намного удобнее этим DeepSeek пользоваться. Лучше даже IP-шку купить, да, оплатить ее и пользоваться, потому что, ну, я честно скажу, лучше, наверное, на серьезном оборудовании работать, чем на домашнем компьютере. Я не знаю, что там на домашнем можно делать, фиг его знает, но я это попробовал поработать, я тебе не скажу, что. Но после того, как я пользуюсь этими клауд-моделями, ну, конечно, после них на этом домашнем как бы, ну, не очень приятно, не самый кайф. Да, işte домашний ты гермес или клауд установить, тоже API call, что используешь мои через API. То есть, Я разница тогда вообще-то. OpenCloud установил и взял IP-шку этого клауда. У меня эти $20 улетели, клянусь тебе, минуты за 3. Просто чух-чух. Просто Тебе надо было улетели. ограничение поставить, ты что? И его, да, как бы, Ты знаешь, у них есть на GitHub есть этот Vibe Proxy. Слышал? White Proxy, нет, не слышал. Короче, ты White берешь это Code. Vibe Proxy, ставишь себе он бесплатно у себя на компьютер, и он подтягивает твою подписку в другие программы. Допустим, курсор он подтягивает подписку. Он может вот этот вот, ну, вот эти программы есть, которые на агентах построены. Это, как он там назывался-то, этот кондуктор, допустим, другие модели, которые на агентах работают. Короче, через Vibe Proxy ты подтягиваешь модели Антропика, там еще других, как будто бы ты по подписке делаешь, понимаешь, да? Ну, обманываешь систему. Вот так. Да. Вот называется, Vibe Proxy называется, он бесплатный. Короче, ты ее устанавливаешь, он какой-то сервер поднимает, потом ты типа из нее берешь какую-то якобы IP-шку пустую, кидаешь ее в эту программу, и все, ты считай, пользуешься подпиской. Они же это все убрали, эти подписки всякие. Кого-то там, говорят, могут найти забанить, я не знаю, кого, видимо, кого-то за что-то банили, но без понятия. Тема есть. И еще такая тема есть интересная, я не пробовал этот Droid Factory, слышал? Но, говорят, он все токены Нет. сожрет, чертовой матери. Droid Factory есть такая тема, все на дроида. Ты ему, короче, там каждый этот агент настроен
таким образом, чтобы ты ему сказал, там, я хочу там это сделать. И он тут начинает тебе планировать, один планирует, другой дебагингом занимается, короче, вот так вот поэтапно, на 24 часа его оставляешь, и на 5 дней, я не знаю, там, насколько он тебе 100 дронов выделяет, ну, не дронов, а агентов, и они все пишут. Единственный, говорит, минус, говорят, быстро в лимиты попадешь, а так нормально.